Ну, дорогие друзья, здравствуйте! Поздравляем вас всех с Днем Аланхо, признанного ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия человечества. А сегодня мы будем говорить о хомусе, ставшего также одним из брендов Якутии. Хомус – это один из древнейших музыкальных инструментов на Земле. Музыканты, играющие на нем, считают, что он является основой языка многих народов и подобен человеческой речи. Именно поэтому, даже не зная языка, люди разных народов могут понимать друг друга. Это воздействие на уровне подсознания удивительное и таинственное. Хомус объединяет народы с его музыкой. А с виду это небольшой музыкальный инструмент язычковый, который умещается в ладошку, но он обладает удивительными возможностями, которые воздействуют на человека, потрясая его до глубины души, когда на нем играет великий музыкант, мастер. Наверное, еще это влияет на то, кто изготавливает хомус. Как известно, его изготавливают из металла, дерева, кости. Еще он имеет свою национальность, оказывается. Он может быть китайским, вьетнамским, японским, монгольским, туринским. У каждого существует свой звукоидеал, но при этом при игре должны соблюдаться строгие определенные правила. Эту игру только алгебра можно проверить. Конечно, очень многое влияет на музыку хомуса, кто изготовил инструмент. Не каждому суждено изготовить особый певучий инструмент, который, согласно своему музыканту, который на нем играет, еще усиливается таинственной силой кузнеца, и это все усиливается, и создается особая энергетика, особая музыка. Мы можем услышать голоса природы в ее разных временах года. Это очень таинственное воздействие. Она имеет космическое происхождение в руках мастера. Вот. А у нас в Якутии хомусы изготавливают кузнецы, которые обладают особой таинственной силой. Они передают секреты, которые обычно не выдают, только своим ученикам, наследникам до 9-го колена. Вот. Он должен иметь, кузнец, который изготавливает его, тонкий слух и прекрасную душой. А последнее имеет, оказывается, решающее значение. И, конечно, очень многое зависит от того, кто играет на хомусе. И сегодня у нас в гостях Надежда Николаевна Варламова, талантливая хомусистка, виртуоз игры на хомусе, преподаватель фольклорного отделения Якутского музыкального училища имени Жиркова, член Международного общества Варгана, стипендия кавалера ордена Красного Знамени, великого хомусиста Якутии, пропагандиста культуры народов Севера Луки Николаевича Турнина. Пожалуйста, Надежда Николаевна, расскажите о себе. Благодарю прежде всего за приглашение в такой важный для всего народа Саха день, в день Аланхо, рассказать про наш небольшой, но очень сакральный, наш сокровенный инструмент, про наш хомус. Эта честь выпала сегодня мне. Я очень рада, что хомусистов, к счастью, очень много. Каждый имеет свою историю, имеет что сказать об этом инструменте. И я очень рада, что сегодня я могу поведать вам о том, как он пришел ко мне. Да? Ну, на самом деле, вот такой инструмент есть у многих народов всего мира. В каждом доме в Саха-Сирее, в Республике Саха, тоже есть такой инструмент, да? Много кто с собой принес. Вот. И это, конечно, все благодаря тому, что у нас есть кузнецы талантливые. И, конечно же, вот как сказала Анна Михайловна, кузнецы – это не просто люди, которые раз захотели сделать инструмент, а это люди, которые проходят особый обряд посвящения в кузнецы. И действительно, вот каждый хомус имеет свой уникальный звук. Например, это хомус мастера из города Вилюйска Николая Ильича
Совсем не слышно. Не слышно, да? Хорошо. Тогда это инструмент Николая Ильича Гоголева «Быча-ус». Его все инструменты звучат, в принципе, похоже. Скажите, сначала послушаем, потом скажите, как он звучит. Жестко немножко или мягко, громко или тихо. Хорошо? Слышно? Ильдарди? Вот такой звук. Как вам показалось, он низкий или средний или высокий звук у этого хамуса? Да, и достаточно, как он звучит, жестко или мягко? Мягко, и даже с таким интересным призвуком. Послушайте. Как будто есть какой-то вот призвук, да, и такой хрустальный. Это отличительная особенность именно этого мастера. У меня сегодня с собой есть хамус мастера Ивана Намутарова. Послушайте, пожалуйста. Разница есть? Есть. А как этот инструмент звучит? Давай. Низкий, да? И звук какой у него более плотный, да? Вот. И, конечно же, поэтому есть скрипка Страдивари, есть заводы, там, фортепиано отдельные, потому что все работают из разных инструментов. У хамусиста в арсенале бывает несколько инструментов, всегда стоят разные музыкальные задачи. Сегодня на мастер-классе я буду использовать 2 инструмента. Так, и сейчас проведем тогда маленький такой, закройте, пожалуйста, глаза. Маленькую игру. Я сыграю на одном из этих инструментов, и вы, пожалуйста, скажите, хорошо? Это Гоголев или Намутаров? Хорошо? Намутаров. Ну, тогда или Чурапчинский мастер, или Вилюйский мастер. Хорошо? Закройте, пожалуйста, глаза. Закрываем глаза. Будем слушать, хорошо? Ага, чек. Я беру хамус и начинаю играть. Так, это какой? Это второй хамус. Ага, потому что вилюйский звучит вот с теми же приемами, он звучит вот так. Чуть мягче, да? Чуть выше звук еще у него. Хорошо. Да. На самом деле хамус – инструмент, на котором нужно играть, когда этого хочет душа, и когда человек к этому готов, он сосредоточен. Ну, лучше, конечно, не стоит делать. Нужно к этому подходить с особым каким-то смыслом, потому что, вот как уже сказали ранее, хамус проникает, скажем так, во все слои энергии, да, мы так считаем. Да, есть даже хамусотерапия. Слышали? Есть медитации на хамусе. Когда благопожелание Алгыс читает Алгысчит, на церемонии тоже играют на хамусе, да, потому что считается, что хамус может оберегать от злых сил, от дурного глаза, да, и также может очищать, скажем так, ауру помещения и приносить для людей что-то светлое. Меня попросили поделиться какой-нибудь загадочной, мистической историей про хамус. На самом деле такие истории у меня есть, и одна из них связана с тем, как к нам домой однажды пришла с визитом хамусист, виртуоз мира Федора Гоголева. Вам ее имя знакомо, да? И она пришла к нам в гости, к нашей бабушке, и она пришла, чтобы рассказать про хамус моей сестре. Моя сестра в то время училась в высшей школе музыки, она музыкант, Лина Варламова, и она также занималась в фольклорном кружке в высшей школе музыки и проводила его Альбина Михайловна Дегтярева. И
когда наши родные узнали про этот интерес к инструменту, инструмент у нас уже был, это инструмент мандар-уз, Федора Гоголева играла на хамусе, играла она в свойственной ей манере сыя-тарды, протяжная игра. И очень было интересно наблюдать, как лампа, которая стояла отключенная из розетки, она не была подключена к сети. Лампа в виде раковины с жемчугом, хотя она была отключена от сети, лампа, она стала, по мере того, как она играет, она начинала светиться. Представляете? Вот, и я это очень хорошо помню, это вот очень было для меня загадочно, то есть насколько человек может владеть инструментом, чтобы даже неподключенная лампа начинала так вот мерцать, да? Представляете, это был просто волшебный момент. Ага. Вот, и очень отрадно, что хамусисты-виртуозы мира у нас есть. В этом году проходил большой конкурс «Хамусист-виртуоз мира». И в этом году этот титул получила моя учительница, также сейчас моя коллега Варвара Степанова-Арчина, мастер мировой культуры, преподаватель фольклорного отделения Якутского музыкального колледжа, Эркин Алексеев и Нарияна Ринанта. Также она является ученицей Федоры Гоголевой и Альбины Михайловны. Да. И сегодня почему меня пригласили? Наверное, потому что я как бы не только играю на хамусе, но также являюсь педагогом игры на этом инструменте. Я пришла в музыку из другой специальности. Я раньше работала переводчиком и также преподавала английский язык. И сама была директором по обучению в одной очень большой языковой школе. Вы, наверное, знаете I Speak English. До этого я работала в Китае 3,5 года, я учила детей в детском саду, да, то есть, я всегда была близка к нашей народной культуре, сама и всегда сочиняла песни, играла на хамусе, хамус у меня всегда был с собой. И потом в 2017 году я пришла обучаться в Якутский музыкальный колледж, на тот момент, я после высшего учебного заведения, после ФИЯ пошла поступать в СПО, среднее профессиональное образовательное учреждение, и попала в класс Варвары Степановой Арчина. Она известный хамусист, она певица, фольклорист. И мне повезло сейчас работать среди своих преподавателей. Сейчас это мои коллеги, наша заведующая Элеонора Кулагиновна Соколова, Семенов Артур Нергустанович также преподает хамусист-импровизатор, Томская Анна Ивановна преподает класс Крымпа, кыл, аранжировка. И также у нас много лет работала известный фольклорист Варвара Валерьевна Абаюкова, которая сама, как Елла Кулагина, училась у основателя нашего отделения, артиста Гаврила Гаврилевича. Да, этот великий человек, который внес посильный, неоценимый вклад в сохранение устного нашего нематериального наследия, в сохранение Аланхо. И сегодня мы его обязательно, конечно, вспоминаем. Вчера мы прослушали лекцию с нашими студентами про творческий и гражданский подвиг Гаврила Гаврилевича в записи Аланхо Ниргунбаутур Платона Аюнского на грамм-пластинку с Геннадием Любимовым, звукорежиссером из Санкт-Петербурга. Вот, поэтому очень для меня волнительно и радостно сегодня находиться в литературном музее имени Платона Алексеевича Аюнского и проводить для вас мастер-класс. Не слишком ли быстро я говорю? Пожалуйста, свои замечания, пожелания говорите. Хорошо? Сахалыдай, как всех пинсек, потом переводить на русский язык, ничего страшного. Ичугей? Ага. Да. Есть традиционная игра, а есть современные приемы, да, инновационные приемы игры. Как исполнитель я применяю и те, и другие приемы игры. На самом деле раньше я была ярым приверженцем традиционной игры. А сейчас я считаю, что для решения художественной задачи, для решения музыкальных задач можно применять и инновационные приемы, например, такие приемы Ивана Егоровича Алексеева, как табыгыр, стаккато. Попробуем сейчас, да? Нужно взять хамус и приложить палец на язычок. Угу. Попробуем. Этот прием называется стаккато табыгыр.
Школа игры на хамусе по нотам была написана композитором Николаем Савельевичем Берестовым. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. У нас состоится концерт 29 ноября. Всех ждем к нам в гости. Придерживаем язычок хамуса и аккуратненько просто издаем такой звук. Можно к себе, можно от себя. Язык у нас лежит, язык у нас лежит, мы его никуда не поднимаем, нам ничего не мешает. Ну-ка, хорошо, хорошо. Да. Чуге. Хорошо. Если мы поднимем кончик языка к передним зубам, получается звук похожий на что? Да, да, да. А если у нас кончик языка лежит, как у нас было в первый раз? На что похоже? Топот, да. А если у нас кончик языка впереди, то получается... Можно даже ня-ня-ня-ня говорить. Отлично. Есть различные варианты приема табыгыр, да? Та-там, 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 к себе, от тебя, к себе, от тебя в быстром ритме. Угу. Такой мерный шаг, да? Хорошо, отлично. Есть основной. Первым, кто описал приемы, методы игры на хамусе, был Иван Егорович Алексеев, хамус. Да, он первопроходец, который написал, обрисовал приемы достижения звуков на хамусе. И начнем мы с основной звук сюрюн дорган. Лицо у нас расслаблено, язык у нас покоится, и мы произносим букву А. Ну-ка. Хорошо, хорошо. Говорим О-О-О. Хорошо, хорошо. Отлично. То есть у нас покоится язык, мы как будто произносим. Да? Пение через хамус. Это мое такое условное название. Музыковеды его называют по-другому. Когда мы воспроизводим мелодию при помощи хамуса. Этого можно достичь тем, как мы играем в темпе, в том правильном, да? И мы играем мелодию. Допустим, мы играем наш огохай. И в уме нам нужно представлять, будто мы пропеваем эту строчку. Ого, 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 кай, барибит, да? Ого, 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 кай, ого, кай, дыр, ого, кай. Делаем то же самое, но мы молчим. Двигаются только наши связки, наша гортань, да? Наши ложные связки. Хорошо, попробуем. Хорошо. Ого, 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 кай, дыр, ого, кай. А потом идет хи, кей, кей, дыр, кей. Ну-ка. Раз, два. Хорошо. И еще одним из традиционных приемов, напевов, является ударов бе-бе-бе. Повторяем. Бе-бе-бе. И еще раз бе-бе-бе. Бе-бе-бе. Да, бе-бе-бе. Попробуем сыграть. Ну-ка. Раз, два, три. Ой, какие вы все молодцы. Сейчас попробуем внешние приемы использовать. Да? Удар язычку, первый бе у нас, удар к себе. И второй у нас средний палец идет наверх.
Е. И третий удар. Ага, вот тут ребром ладони. Хорошо, попробуем, да? И еще раз. Еще раз. Хорошо, и когда у нас идет «да», у нас снова палец вниз. Ну-ка. Хорошо. Нахачиге. Молодцы. Эстебидда. Бе, бе, бе. Бе, бе, бе. Бе, бе, бе. Да, алара. Бе, бе, бе. И то же самое, только звук у нас «б». Ну-ка. «Б», «б», «б». «Б», «б», «б». «Б», «б», «б». Да. «Б», «б», «б». Чёрням курёха. Играем. Раз, два, три. Хорошо. Ждай. Да, браво, браво, молодцы, очень хорошо. Илья Расахсулара тоже один из традиционных видов игры. Так играл раньше тоже, да, своих учеников учил играть яркий представитель старшего поколения хамусистов, кавалер Трудового ордена Красного Знамени Лука Николаевич. Ой, молодцы, турнир. Ага. Вот, сейчас попробуем традиционный прием. Ой, у меня была здесь презентация, можно, пожалуйста? Да. Чтобы вам было видно, да, чтобы... Хорошо. Я хочу вам напомнить, вот очень хорошие слова сказал Николай Спиридонович Шишигин, который 10 лет был директором музея Хамуса народов мира. Хамус – необходимый аксессуар современного человека, необходимый атрибут, необходимый спутник жизни современного человека, живущего в эпоху стремительно меняющихся технологий, который может помочь ему выразить свою творческую энергию и ощутить прилив свободы и вдохновения. Я поздравляю всех, у кого есть в руках сегодня этот инструмент, а у кого его нет, пожалуйста, не отчаивайтесь, его можно всегда приобрести или получить в дар. Пожалуйста, следующий слайд. Вот и еще кратко про наше отделение, которое основал Гавриил Гаврилович Колесов. У нас преподаются традиционные жанры якутского фольклора, также не только якутского, но также северных народов, да, мы исполняем репертуар. И также у нас обучаются со всей республики, также были желающие приехать учиться из других регионов. Да. Этот вопрос, я считаю, что в будущем мы сможем, скажем так, решить. И также преподается игра на хамусе по нотам. Пожалуйста, следующий слайд. Да, вот тут кратенько про мастер-классы, которые я лично проводила, и конкурс, концерты. Это у меня в прошлом году был концерт в городе Рабат в Марокко. Также мастер-класс меня приглашали в Москву, был фестиваль региональный, да, «Волшебное дыхание музыки». Также вот на Таймыр 2 раза посчастливилось быть в городе Дудинка по приглашению, да, вот, управления культуры, где вот для детей был проведен мастер-класс. Также мой коллега Артур Семенов, он провел мастер-класс для старшеклассников и для руководителей художественных. Вот, и также вот мой, скажем так, такой путь мастер-классов начался с Германии в 2019 году. Тоже очень такая интересная история была в Германии, потому что я взяла с собой хамус, который я получила на одном из конкурсов. Очень хороший был, красивый хамус. И я проводила вечером мастер-класс. Мастер-классов у меня было много. И в первый же вечер центр, вот очень хорошая такая вот, скажем так, центр, я не помню название, в городе Целла-Мелис есть очень хорошее такое культурное заведение, где люди собираются, любители кофе, любители шоколада, да, вот там есть владелец этого, вот очень любит культурные мероприятия проводить, да, и они захотели, вот сказали, ну, пожалуйста, раз вы приехали, пожалуйста, первый свой вечер проведите у нас. И собралось очень много человек, примерно 70 человек, и ко мне потом подошла, и я исполняла песни якутские, показывала, как, что у нас, какие у нас жанры фольклора есть, как играть на хамусе, как издавать звуки природы, и также исполнила песню, танец Седжа.
И потом ко мне подошла немка одна и сказала, что на самом деле все эти мелодии мне знакомы, потому что я родилась на границе, вот где-то раньше это была, говорит, Якутия, это на границе с Хабаровским краем. Я там родилась, но мы оттуда уехали, моего отца обратно отправили, то есть его обратно отправили в Германию, по-моему, да, он уехал. И говорит, я это все помню, я как будто вот оказалась в своем детстве. Я такой интересный получила отзыв, а потом я сказала, спасибо большое, мастер-класс закончился, хамусы возвращаем. И один немец говорит, я не могу его вернуть. Он говорит, Олох хатан бербепен, пожалуйста, мне так, говорит, понравилось, да? А он держит мой инструмент, на котором я, в принципе, не играю. Я на нем не играю, но вот я просто его получила, я его, в принципе, так даже не чувствую, этот инструмент. Он мне очень нравится, конечно, но у меня были уже свои рабочие инструменты. Он говорит, почему-то я не могу с ним расстаться. Он так говорит, человек, взрослый человек, да, как мы с вами. Ну, я такая, а я же не могу сказать, покупайте, да? Я же его не купила, этот инструмент, я же не привезла его на продажу. Там были инструменты, которые, в принципе, можно было продать. Мне отправили, сказали, если кто хочет купить, пожалуйста, продавай. Я говорю, может, вы вот эти вот на продажу, есть вот эти инструменты. Он говорит, этот инструмент. Я вижу, вот такое бывает у ребенка, когда он вот не может отпустить свою любимую что-то там, вещь или игрушку, да, вот помним, да, это все ощущение. Не могу, и он последний, я ждала, что вот он играл, что-то играл. А я такая думаю, ладно, раз меня пригласили, значит, нужно какой-то подарок оставить. Я оставила этот инструмент, вот, и он вообще не смог поверить, конечно, вот, ну, не все как бы его поняли, как бы взрослый человек, ну, что такое там, и так далее, это как неудобно. Ну, вот он, прямо вообще видно, что вот, ну, европейцы очень вежливы, ну, он прямо говорит, я вот не могу. Я сказала, ну ладно, оставьте, пусть он вам служит. Так он у меня, там у него и остался. А потом получилось так, что мне подарили немецкий инструмент. В тот же самый вечер ко мне подошел человек, он пришел позже всех, но он говорит, я услышал, что здесь будет мастер-класс, и я принес инструмент, вот, который мне подарили в каком-то, вот, который я, по-моему, говорит, купил, это мой инструмент. Я хочу его вам подарить, чтобы у вас был немецкий наш хамус. Маультромель. Интересно, да, как получилось? Так, получается, я отдала наш якутский хамус и получила в дар немецкий хамус. Да, это очень интересно. А потом мне подарили еще один немецкий хамус. Я подарила еще один хамус. Вот, как-то так, оказывается, идет, вот, что мы... Где убывает, там и пребывает. Такой закон жизни, оказывается. Вот что ты отдаешь, оказывается, то, что ты и получаешь. Да? И это очень интересно, потому что и у меня сейчас 2 немецких хамуса, и наши хамусы тоже остались там. И интересное, вот, да, ну, по ходу дела буду вспоминать. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Вот, и также тип дыхания. Да? Все отмечают пользу игры на хамусе для тех, у кого часто бывают простудные заболевания. Да? Те, кто часто кашляет, или кто много говорит, утомляется. Да? Чистый, сильный звук получается тогда, когда мы правильно дышим. Есть дыхание верхнее ключичное. Ну-ка. Хорошо, это верхнее ключичное дыхание. У нас поднимаются ключицы. Угу. Можно вот сюда даже присесть. Среднее реберное дыхание. Ага. Можно руки сюда положить. Ага, через нос берем воздух. Вот так вот. У нас плечи не поднимаются. Вот тут ребра расширяются, да? Ага. Оёгос хамсан берет. Чайда? Ага, да. Диафрагма у нас внизу. Это главная дыхательная мышца. А это вот ребра. Грудь и ребра. Ну-ка. Хорошо, надулись. Отпустили. Через нос дыхание. Вот. Отпустили. Дыхание. Голова будет кружиться, это хорошо. Ага, все. Третий тип дыхания. Нижнее, брюшное, диафрагмальное. Вентилируется нижняя часть легких, немного средняя. Если бы у нас диафрагмы не было, как мне объясняла наша Маргарита Ивановна Николаева, да, которая очень долго у нас работала на отделении, раньше была заведующей, заслуженная артистка республики. Если бы не было диафрагмы, у человека бы живот просто свисал до пола. Да? Диафрагма есть, это дыхательная мышца, мы ее не чувствуем, но мы можем туда подавать воздух. У нас поднимается 1, 2, 3, по 3 точкам. Да? Еще раз. Можно стоя это поделать, да? Вчера?
Джугай. Поэтому, смотрите, у хамусиста всегда дышим, 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 дышим. У каждого свой темп, можно быстро, можно медленно. Голова закружилась? У меня закружилась. Ага, это значит правильно делать. Смешанное, когда мы объединяем все типы дыхания, ну то, что мы, в принципе, сейчас сделали, да? Еще раз. Раз, два, три. Хорошо? Возьмем хамусы. У кого есть, у кого нет хамусов, просто мы можем петь, да? Можно одновременно играть и петь. Возможно, тоже старинный прием, называется ирелахтарды, да, с голосом. Вчера будем петь ого кай дыр ого кай ого кай дыр ого кай эги кай дыр эги кай. У кого нет инструмента, раз, два, три. Простите, мы должны были с голосом петь. Ага, смотрите на мой живот, можете повторять, хорошо? И так можно варьировать. Начугей, очень хорошо. Попробуем с голосом сыграть. Начу догоним. Ого, лыланя, хочу верить есть. Ого, кай, ого, кай. Поем, с голосом поем, а не лылах. Ого, кай. Сделаем, раз, два, три. Ого, кай. Ого, кай, кай. Так раньше играли в старину. Играли и пели, сами себе устраивали, делали аккомпанемент. Хорошо. Пожалуйста, следующий слайд. Ага, можно садиться. Голосовой аппарат, да, у нас есть гортань. От положения гортани очень много зависит. Мягкое небо. Тангалай. У нас есть твердое небо, да, вот это тангалай, твердое небо. Вот мы... А то, что вот двигается, там, где у нас висит язычок, да, маленький, это у нас мягкое небо, которое можно поднимать. Ну-ка, попробуем. Удивитесь. Когда вы расширяете, вот его тянете наверх, мягкое небо, расширяете гортань опускается вниз. Попробуем так, тогда у нас получается более объемный звук. Попробуем играть. Ого, вот. Вот мы сделали своеобразный купол, мы подняли мягкое небо, которое здесь, да, наверх подняли, получается больше звука. Чувствуете? Пожалуйста, еще раз сделайте так. Ага, хорошо, и играем. Ну-ка. Для сравнения, мягкое небо опускаем, да, и оно у нас просто расслабленно лежит. И будем то же самое делать. Тут слова слышно лучше, но объема чуть меньше, да, звук где-то у нас вот здесь. Опять же, как вы хотите. Если вам нравится играть вот так, no problem, как говорится, да, лишь бы вам нравилось. А если хотите играть объемно, помним про дыхание, держим дыхание. Чаре? Хорошо, очень хорошо. Пожалуйста, да, у нас есть резонатор, это лобная полость, сюда тоже направляем звук, чтобы у нас получился колокол, да, конколой. Попробуем. Конколой, колокол.
тебе, от тебя к себе. Попробуем играть. Нахачуги. Держим, в уме держим звук О. Попробуем, Джей? Сыграем, да? Ну-ка. Нахачуги. Нахачуги. Хорошо, пожалуйста, следующий слайд. Есть также вот таймер пазухи, да? Так, угу. Нулевая артикуляция, сюрюндоргон. Когда мы... Артикуляция, это когда у нас работают органы речи, да? Нулевая у нас получается вот... Когда уже артикулируем, уже поднимаем мягкое дело, получается... Язык кладем вперед. Я его отпустила, и сразу получается другой звук, да? Это у меня язык лежит впереди, перед нижними зубами. Я делаю А, да? А если язык у меня лежит неподвижный, звук А похож на О, да? Хорошо. Есть также прием, движение воздуха осуществляется через нос. Современные исполнители, вот и я в том числе, иногда, часто я дышу через рот. Так как будто получается больше звука, да? Попробуем так. Дышим через рот, да? Угу. А если дышим через нос? Хорошо? Кому не видно, слышно, можете поближе подойти, пожалуйста. Ага, ага. Можно передвигаться, можно ближе, со стулом, со столом. Хорошо. Также украсить игру помогает прерывистое дыхание, да? Например, мы возьмем... Я сказала бие. Извините, речь идет про дыхание. Я волнуюсь, поэтому дыхание мы так делаем. Вот так, акценты ставим. Вот тут нам помогает наша вот реберная, диафрагмальная. Угу. Можно да? Как хотите. Вот. Хорошо? Я пройдусь. Ага, чуге. Угу. Возьмем сразу. Нахачу я чили. Ага, чуге. Чуге, колени. Эй, моя ты. Эти нахачи эршиллиhet. Нахачи. Оно помогает нормализовать кровообращение, да, головное, да? Ага, искренне. 3 раза коротких выдоха. Нахачуге. Тынын. Да? Тоқтама. Чувствуете, напрягается пресс, да? Живот напрягается, пресс как будто... Вот, жугей, очень хорошо. Да. Вот, есть также это вот к современным приемам относится. У нас и то, и то. Да? Как? Ага. Как будто мы выдуваем сквозь язычок. Хорошо. Да. Голова закружилась, у меня закружилась. Это у нас
дыхание. Это у нас дыхательные приемы. Они были описаны Николаем Берестовым и Иваном Егоровичем Алексеевым, да, в школе игры на хомусе по нотам. Есть также фонация. Звучание, пение, речь, в том числе смех, формируется в области гортани, голосовых связок при выдохе. То, что мы сказали, фонация, это на ого. То есть, как будто мы делаем вид, что мы произносим слова, да? Или я могу сказать... Да, я проговариваю. Например, Лука Турнин. Келлем хаңалас, хытты оғолора, хытты кергеннәхпін, хытты биленнер, хытты кәлбәт барбат, хытты боллулар, такие вот целые куплеты, да, он играл. Хорошо, следующий, пожалуйста, слайд. Следующий. Традиционные приемы пения жаворонка, да, это я условно. Опять же, это не научный текст, я условно называю, да, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, повторяйте, ну-ка, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну-ка, ай-я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 й-
Челюсть стоит на месте, ну-ка челюсть вот так вот. На улыбочке дей. Жаворонок күйреге челе барды бутыр. Оны шевелим, у нас вот фонация идет. Ой, хорошо. А если хамда верит? Вот еще дрожать как желе. Ой, ага, хорошо. Хорошо, очень хорошо, да. Нахачугейды, хорошо. Ой, очень хорошо, молодцы. Нахачугей, я вас послушала. Ага, следующий, пожалуйста, прием. Это жаворонок күйрегейдети. Пение гуся, ну-ка. Ну-ка, повторяй. С касанием твердого неба, да? Ага. У нас вот язычок двигается. Очень-очень быстро. Хорошо. Сначала попробуем звук. Ну-ка. Очень полезно для подвижности языка, полезное упражнение, да? Полезное упражнение для подвижности языка, для улучшения артикуляции. Ага. Это на самом деле, если у вас сразу не получается, не расстраивайтесь, потому что это у нас язык обычно, у нас не так много двигается в речи, да? Когда вот сейчас проделаем маленькое упражнение, тянем язык вниз. 20 секунд. Должны у нас тянуться все мышцы языка. Ага. Хорошо. И держим его прямо. Как полочку.
Тут у нас тут мышцы должны появиться. Бараморот, ага, чукай. И под нос тянем наверх. И ты ехать, да, должно быть ощущение тепла, должно быть жжение, да? Тянем, тянем, хорошо. Сейчас очень болезненно будет, да, но это очень полезно. Каждый день нужно его делать упражнения, для речи тоже хорошо. Губы у нас сомкнуты, и медленно вращаем по часовой стрелке сначала, да? Это так. Ага. Языком 2 раза. Медленно. Фух. Гаджар, болит? Давай, да. И в другую сторону тоже 2 раза, 2 круга. Ой, это значит правильно делаете. Нахачуге. Ди, вот так вот у нас прогреваются мышцы. Сейчас будем тоже держать губы сомкнутыми. Ага, языком подпираем одну щеку. Ну-ка. Хорошо. И другую щеку. Прямо должно быть прямо больно. Натяжение. Чувствуете? Вот так, хорошо. Сейчас делаем, да, брю, да, ну-ка, губы, трель губами. Чара. Ага, у нас брю курдук. Лицо расслабляется, артикуляция расслабляется. Резонаторы просыпаются. Вот потому что у кого четкая речь, у кого хорошая дикция, тем отчетливее слышно, как вы слова произносите. Да, вот когда играете фонацию, тогда четкая. Хорошо. Так, и следующее маленькое упражнение. Петля. Стена. Ага. Ой, нахачи у вас получается хорошо. Ага. В другую сторону стена. Ага. Ага. Это вот нижними мышцами языка, да, подъязычными. Ага. Хорошо. Вот сейчас у нас язык проснулся. Ди, молодцы. Похлопаем сами себе. Молодец, да? И сейчас произносим ну-ка. Попробуем. Ой, нахачи. Хорошо?
ля-ля-ля-ля-ля. Ого. Сейчас попробуем йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. И меняем ля-ля-ля-ля-ля-ля, йо-йо-йо-йо, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да? Можно опять же украсить, да, вот тем, что мы выпускаем воздух, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вдыхаем, выдыхаем. Так вот можно дышать, да, сквозь. Ага. Хорошо. Ага, Чигель. Спасибо. Пожалуйста, можно на следующий слайд? Ага, если не страшно. Хорошо. Протяжная игра Сыятарды. Это протяжная игра, старинный. То есть это когда мы воспроизводим мелодию, и получается очень красиво, звучно, напевно, и мастерами. Вот Иван Егорович говорит, что есть вилюйский сыятарды стиль, да? Но также и в заречных улусах тоже на нем играли в Центральной Якутии. Вот, это Иван Егорович Алексеев и Лука Турнин, яркие представители игры сыятарды. На самом деле в мире хамуса, в мире вот варганной музыки, этот стиль очень сейчас почитается усилиями музея хамуса Центра народов мира, исследователей, да, варгановедов. И даже вот я знаю, что из других регионов выходят на наших музыкантов, чтобы их научили всем секретам, да? А хамусисты думают, учить или не учить. Напевы якутских народных песен и мотивов, да? Вчера? Сыграем только спокойно, вчера? Молодцы. Вот так, да? То есть, когда мы выводим мелодию песни какой-то, это протяжная игра. Есть знаменитые мастера, хамусистки Марфа Бадаева, да? И вот можно ее послушать. Да, Христина Таскина также. Пожалуйста, следующий. Угу. Инновационный прием это БГР, это мы уже умеем, да? Можно играть на вдохе, так и на выдохе. Это вот термин применяют Берестов и Иван Егорович Алексеев. Призажать. Ну, попробуем, вспомним еще раз. Да? Перемена. Губы прикрыты, но губами сильно не касаемся, то можно порезать. На зубах стоит у нас. Ага, прикладываем. У нас язычок, рот разомкнутый. Кто умеет, делать вот так. Я так не умею. Тебе, тебя к тебе. А вот язык, когда кладем под передние зубы, да, то есть под нижние зубы, можно говорить тип-топ или нип-няп. Можно губами помогать, да?
И опять же дыханием через... Когда мы дышим сильно, получается такие... Так можно переходить, да? Убирать палец, потом снова... Так играет группа Айархан, да, играла? Альбина Михайловна. Так, хорошо, пожалуйста, следующий прием, табыгыр, стаккат у нас был. Рычаек, это авторский прием Федоры Гоголевой, да? Мы фонация призвука звуков га-га-га-га-га-га-га-га. Должно получиться вот так. Юрю есть Юрю, да, ручеек. Слышно, да? Я когда впервые так сделала, я думала прямо космос, да? Космический звук. Попробуем, это очень-очень быстро надо говорить. Га-га-га-га-га-га-га-га. Угу. Дыхание. Можно через рот, можно через нос, там не важно. Как будто вот я... Это, если будем выдыхать, то сильно не будет слышно. Нужно вот задержать дыхание и тихонько через нос, и тихонько через рот комбинировать. Вот я, например, стою, выдыхаю через нос. А через рот я вдыхаю. А я пудан тынулабын, мунудан тахарабын, да? Если я буду выдыхать через рот, у меня рисунок уже пропадает. Ага, пробуем. Чтобы лучше услышать, да, дорогие друзья, попробуем сделать так. Один раз ударим и га-га-га-га-га-га будем слышать. Ну-ка. Слышно, нет? Га-га-га-га-га-га-га. Га-га-га-га-га-га-га. Ага. 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 Га-г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 а. Ага, чего? Га-г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 а. Га-га-га-га-га-га. Жигай, бу хамире жигай, ага. Колай хамнахта. Колай бодак бу хабарха. Га-га-га-га-га-га-га-га. Га-га-га-га-га-га. Ага, ага. Ага. Га-га-га-га-га. Есть. Га-га-га-га-га. Ага, жигай. Ага. Ровно. Хая, пробуем. Ага, отдохнули, дальше пробуем. Ага. Ага. Kamu sebenarnya mana kita? Mau dok nanda tak? Ага. Ага. Букалля. Вот. Хостес. Ага. Призвук. Наоборот, га-га-га дитров. Можно га-га-га-га. Так бы арыка нигер каятам. Вот туда. Немножко в мягкое небо, да, вот звук. Ага. Или перебегание. Ну-ка все вместе. Раз, два, три. И так можно в своем ритме, да. Га-г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 а. Вы знаете, бумага, хамсир, я хабарга хамсир. Вот это вот гортань двигается, посмотрите, пожалуйста, тут. Вот смотрите, вот движение. Ага. Хорошо. Ага, видно, да, как двигается. Онюй.
Ага, еще. Мягко него поднимаем, стараемся, произносим в уме. Ага, появляется. Ага. Но это появляется, конечно, вот когда если упорно тренироваться. Иди. Задумайся, все представим га-га-га-га-га-га-га-га и подаем звук туда в мягко. Вот, появляется. Ага, хорошо. Попробуйте, пожалуйста, как вас зовут? Вот у вас получается, иди. Попробуйте, Мария. Ага, попробуйте, пожалуйста. Няня, А если почаще? Учуби. Хорошо. Хорошо. Кто еще хочет попробовать? Ну вот, га-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 га. Попробуйте, ага. Вот аккуратно, то есть, ой, хорошо. Хорошо. Нахачи, хорошо. Нахачиги. У всех такой хороший звук. Браво. Нахачиги. Похоже, главное, звук равномерный. Пожалуйста, следующий наш слайд. Пожалуйста. Кягалети, джаре. Ага. Александр Пахомов, участник ансамбля «Алгыз», которому в этом году исполняется 60 лет. Александр Пахомов. Как-кок. Ага. В уме произносим как-кок. 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 Можно кук, можно кок. Можно кок-кок. Как-кок. 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 Yeah. Попробуем. Вот такие. Ага. Ага, экистен. Bakal как? Ну, мне легче так. Раз, два. Как-кок. 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 Ну хорошо, хорошо. Ого. Окей. Ага. Ага. Хорошо, молодец, да. Гачуги. Как? Можно один раз ударить? Можно два. Мне нравится два. Как-то. Как-то. Угу. Хорошо. Все. Как-то. 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 Хорошо. Пожалуйста, следующий слайд. Махтал. Нахачуги. Максим, следующий слайд. Нахачу. Как-то.
Голосовые имитации. Чаря, мамочки. Но это вот у нас это не всегда, ну, приветствуется, конечно, на конкурсах традиционной игры. То есть, если вы будете готовиться к конкурсу, этого, конечно, лучше не показывать, да, вообще не стоит. Там даже в некоторых традиционных конкурсах могут... Это считается за инновационный прием, да? Сугубо традиционные приемы игры – это ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, пение гуся, ай-яй-яй-яй-яй-яй, жаворонок и мотивы песен. Ага, сыетарды – это у нас традиционные. Это относится к современным, да? Так, пожалуйста, следующий слайд. Есть там слайд? Внешние приемы мы уже проходили. Удар по язычку к себе. Ачея. Чия. Вот переменный удар. Такая завитушка. Тук-тук-тук. Очень быстро. Тук-тук-тук. Туда-сюда. Хартары-тары. Это очень красиво звучит, такой призвук. Можно играть гытты, да, мотив. Можно играть так. Ага, извините, да, все. Можно играть, конечно, так. А можно играть так, как Лука Турнин, да? Попробуем так сделать, да? Ага. Это вот очень нужно быстро. Еле слышный призвук должен быть. Ага. Ага. Молодцы. Это значит вместо раз, два, три, большую амплитуду мы сокращаем, да? Во времени и в пространстве. Получается маленькая завитушка. Чего? Завитушка маленькая такая. Далеко не уносим. Ого, например, да? Ого, кайдыр, ого, кай. Попробуем так. Уже по-другому, да, звучит? Ого, кайдыр, ого, кай, кайдыр, хорошо? Это бейбере. Бейбериден, карахамунан кам. Ага. Переминаться вот короткими шажками маленькими, это значит бейбери. Отсюда пошел термин бейбередети, бейбере. Вот это вот маленький такой хвостик, да, украшающий. Например, мы сыграем толоруки мыстах, да, это как кылыгах получается. Слышно, да? Есть такие играющие, которые вот вообще не слышно, что вы там сделали, да? Ну, красивый такой прием. Пожалуйста, следующий слайд. Все? Окей, good. Можно вот на предыдущий слайд, который был. Да, последний слайд. Ага, ну ничего страшного. Вот, пожалуйста, откройте, пожалуйста, вот фотографию арыкта хумус с хумусом. Ага, вот он. Ага, спасибо. Это на самом деле музыковеды называют это легендарно-мифологический инструмент. Это то есть, о котором остались только легенды и предания. Да? Лука Николаевич Турнин оставил воспоминания краеведу Андросову о том, что ранее играли на таком инструменте, называется арыкта хомус. Хомус с серебряными подвесками. И он пытался воссоздать этот инструмент, но, к сожалению, таких искусных кузнецов не было в то время. Но к его столетию его дочь и единомышленники из Татинского района, Улуса, они обратились к кузнецу Прокопию Никитичу Багынанову с просьбой
воссоздать этот инструмент. Ираида Лукинична, дочь Луки Николаевича Турнина, потом подарила эти хомусы музею хомуса народов мира. И здесь мы видим, это довольно крупный инструмент. У меня такой инструмент тоже есть, но он сейчас у меня находится на небольшой реставрации. И я с радостью всем его показываю, и он звучит на самом деле очень так волшебно, да, потому что когда на нем играешь, во-первых, у него звук не слишком низкий, не слишком высокий, он очень такого классического, скажем так, среднего регистра. И когда на нем играете, вот слышно, как очень красиво колыбылар, вот и поют эти звенья серебряные. Это прям чудесно. И, надеюсь, еще будет шанс у меня перед вами на нем сыграть. Арыктах хомус. Арыктах хомус. Это вот арыктах, покажу. Арыктен, вот они, побрякушки, да, вот. Они такие, это не бубенчики, это вот такие пластины, серебряные пластины. Они друг от друга бьются, очень красивый получается звук. Есть еще второй инструмент, опять же, Лука Турнин оставил свои воспоминания, это хомус с колокольчиком. Хоболок хомус. Там вот и Прокопий Никитич сделал такой инструмент, на нем 3 серебряных, таких закрытых, круглых колокольчика, да, и совершенно чудесный звук, когда на нем играют, там, так вот, как будто вот играет хомус, и как будто идет какая-то песня, да, вот такая инопланетная какая-то. Вот такой переливающийся звук, и еще плюс 3 таких вот, это прям чудесно. Вот. К сожалению, он такой хомус больше не изготавливает. Хомус делают вот мастер Гоголев Николай Ильич, он его изготавливает, бычаус, но у него своя технология, там у него один большой колокольчик, да, такой закрытый, круглый. Хорошо. Я буду рада ответить на ваши вопросы, и хочу сделать небольшое объявление, да. 29 ноября состоится концерт к 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутия, композитора Николая Савича Берестова, автора школы игры на хомусе по нотам. Да, в нашем музыкальном колледже, в большом зале, мы вас всех приглашаем, пожалуйста, приходите. Будут интересные музыкальные номера, да. Концертмейстеры Алла Заборовская будет, класс Лира Кулаковская, класс преподавателей Варвары Степановой и Артура Семенова. Вот. В колледже в 16:30 начало. Да, в 16:30 начало. И у нас в нашем колледже, пользуясь случаем, да, всегда можете к нам обращаться по поводу мастер-классов, таких вот бесед, профориентационных лекций, да, всегда мы рады, концертов. И каждую субботу в 2 часа мы проводим для населения такой маленький социальный проект, на котором мы проводим дыхательные упражнения, да, распевку, мы учим народные песни, также проходим алгохой и учимся играть на хомусе для всех желающих, без ограничения, с 2 часов, с 2 часов каждую неделю. Это вот наше отделение, при поддержке нашего директора мы начали такой проект. Да, пожалуйста, всех ждем. Спасибо вам большое за внимание. Махтал. Да, мы сами проводим, учителя. Спасибо большое. Сыграть? Хорошо, конечно, сыграю. Ага. Сразу скажу, да? Немножко у меня будет современная композиция. Такой, скажем, немножко по мотивам народной песни «Кыллах ары».
Браво! Благодарю. Спасибо. Значит, Николай, мы благодарим вас. Это было просто замечательно, такой чудесный урок. Столько мы нового узнали. И так вы всем хорошо, доходчиво говорили, и так чудесно играли. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Яна Даниловна. Да, Надежда Николаевна прямо такое виртуозное. Ой. Сейчас вот услышали композицию, да, прямо пробрала, так аж чуть слезы у меня на глазах не выступили. Спасибо вам огромное за такое замечательное исполнение, за такой замечательный мастер-класс. И мы хотели бы подарить вам книгу с автографом Николая Алексеевича Логвинова, директора нашего музея, народного писателя Якутии, с большой благодарностью, с уважением. Сегодня пришел, спасибо. Так здорово, мне кажется, вы не зря потеряли время, да, вы меня подготовились, научились чему-то новому, да, и спасибо Надежде Николаевне. И спасибо вот Анне Ивановне Губиновой, Анне Ивановне Губиновой. Это просто представить, наш известный очень якутский писатель, дочь Ивана Николаевича Гоголева, и у нее очень тоже интересные произведения, так что если видите, приходите, пожалуйста. Ой, увидите, говорю, можете почитать вот ее книги, тоже очень интересные. И спасибо вот всем участникам. Спасибо, что пришли.